Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев прокомментировал ситуацию с положением русского языка в республике. Необходимость такого комментария возникла в связи с инцидентами, в которых замешаны так называемые языковые патрули и на которые отреагировали российские депутаты. Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу – казахи, русские или представители других этносов. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждают такие проявления пещерного национализма. К сожалению, такие вещи происходят во всем мире. И это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством или стало тенденцией. Разве можно по неадекватным поступкам 2-3 человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю, нет, заявил Даурен Абаев. По его словам, на эмоциях о положении русского языка в Казахстане можно наговорить многое, но факты – упрямая вещь. В нашей стране русским языком владеют почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может быть, Беларуси. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке. Это при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка? В Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо, сказал Даурен Абаев.